С момента обретения независимости Кыргызстана, к сожалению, сестринское дело для нас находилось на таких вот второстепенных ролях. К сожалению, специалисты сестринского дела, они были у нас как бы в роли «отнеси, принеси», вот такие вот, чтобы самостоятельной роли практически не было. И мы уже в 90-х годах Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, и у нас была такая приверженность к тому, что необходимо дать им больше самостоятельности. Это послужило толчком, началом большого реформаторского дела для того, чтобы сестры, их авторитет, роль, престиж были несоизмеримо больше, чем это было в советское время и в первые годы нашей независимости. Медицинская сестра – это уже компетентный специалист, который соответствует всем стандартам, которые у нас в республике приняты. Конец 90-х и начало 2000-х годов. Идет вовсю реформирование в нашей стране, и система здравоохранения была в центре. Мы понимаем, что стационарная служба, она дорогостоящая, и поэтому сама программа рассчитывала, что медицинские работники будут заниматься профилактикой. В связи с этим необходимо было готовить кадры. Была разработана специальная программа, рассчитанная на 10 месяцев. Цель была подготовить специалиста, который будет очень хорошо разбираться в вопросах семейной медицины. Наряду с преподавателями с высшим образованием был сделан акцент на подготовку преподавателей со средним медицинским образованием. Потому что во всем мире медицинских сестер должны обучать медицинские сестры. Вот эта программа, она, знаете, большой толчок дала на будущее развитие. Почему? Потому что они дальше разъехали в свои регионы и на местах готовились как врачебные кадры, это семейные врачи. И мы понимаем, что семейный врач должен работать в паре с семейной медсестрой. И поэтому вот эта программа шла прям параллельно, да? В 1997 году нас пригласили на учебу на 20 дней в город областной больницы Арау, Швейцарии. Мы проект писали, каждой больнице, и детской больнице проект прошло. И мы карту пациента вот, для сестер. Например, мне лично нравился эта карта пациента. Вся работа медицинских сестер в этой карте пациента указывался разными карандашами, красный, желтый. Медсестринскую работу можно было там анализировать. Она вовремя выполнила все эти назначения. Барыңыздарга белгилүү болгондой 1998 жылы биздин ушул Иса Конович Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын базасында ушул сестралык жогорку билимдүү адистерди даярдоо башталган. Биринчилерден болуп. Биз ошол 1998 жылы киргизген мезгилде негизи ушул мектептен кийинки бүтүрүүчүлөрдү кабыл алалы деп чечилген. Алар 5 жыл окушмак болгон. Ал эми баягы медициналык колледждерден кийинки бүтүрүүчүлөр болсо 4 жылдан кийин ошол жогорку билимдүү медсестра болуп дайындалууну биз киргизгенбиз биринчи болуп. В 2005 году первая из ассоциаций, из всех ассоциаций Кыргызстана, первая организовали в Волжской области ассоциацию специалистов сестринского дела. Дальше в 2008 году в Бишкеке организована была ассоциация специалистов сестринского дела. В этом же году в Джалалабаде была организована ассоциация специалистов сестринского дела. И вот эти ассоциации объединились в ассоциацию юридических лиц в 2012 году, в апреле. Специалисты сестринского дела в то время они очень нуждались в поддержке друг друга, в разработках разных протоколов, разных документаций для именно сестринских специалистов. На сегодняшний день Министерством здравоохранения Кыргызской Республики проводится активная работа по реформированию
сестринской практики, сестринского дела и сестринского образования. Совместно с партнерами по развитию, совместно с Ассоциацией специалистов сестринского дела пересмотрена должностная инструкция семейных медсестер. И мы меняем вообще работу семейных медсестер. Если они до этого работали по обращаемости, то сейчас активно мы ведем скрининг. Есть приоритетные направления у семейных медсестер. Это дети, здоровые дети, беременные женщины, физиологическая беременность, ведение. Акцент делается именно на неинфекционные заболевания. Здесь роль семейных медсестер – это активное выявление по факторам риска и ведение пациентов. Внедрено новое у семейных медсестер норма нагрузка 205 сестринских приемов в месяц. Программа правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения 2030 «Здоровый человек, процветающая страна» предусмотрено реформирование сестринского образования в соответствии с новыми требованиями и потребностями здравоохранения. Наш проект реформы медицинского образования в Кыргызской Республике с 2017 года начал поддержку и поддерживает развитие сестринского образования и ведет работу в повышении потенциала Ассоциации специалистов сестринского дела. Совместными, конечно, усилиями с нашими партнерами были разработаны программа развития сестринского дела и образования, каталог компетенций специалистов сестринского образования. И вот одним из первых был разработан профессиональный стандарт специалистов сестринского дела. Также мы помогаем, содействуем в разработке СОПов, клинических руководств. С сентября 2022 года в 4 пилотных медицинских колледжах начали внедрение экспериментальной программы обучения в отделениях сестринского дела. И, конечно, огромный акцент, огромное внимание придается практической подготовке. Сейчас мы ведем работу в подготовке клинических наставников. А клинические наставники у нас они набираются из числа практикующих медсестер. Мы начали принимать больных с COVID-19 с марта 2020 года. Конечно, в начале работы были очень много трудностей, но мы старались обучить своих средних медицинских персонал стандартам операционных процедур именно по COVID-19. Внедрением проекта универсальной медсестры мы снизили нагрузки больных и начали работать по проекту универсальной медсестры. Медсестра, если вот, например, пришла на смену, она должна знать все. Она выполняет все медицинские манипуляции, она выполняет функции постовой медсестры, она должна быть универсальным. 10 лет со дня основания нашей ассоциации в этом году. За это время Ассоциация специалистов сестринского дела участвовала во всех реформах, проводимых именно у нас в республике по сестринскому делу. Миссия ассоциации – это быть голосом медсестры, влияя на политику. У нас на сегодняшний день уже есть четко запланированное стратегическое планирование на ближайшие 3 года, в котором мы отражаем именно большой акцент на образование медицинских сестер, на непрерывное образование. Мы хотим развивать Центр развития сестринского акушерского дела. Мы идем в направлении развития науки сестринского дела. Медсестра будущего – это наша мечта со степенью бакалавра и дальше с дальнейшими степенями, чтобы она могла развиваться, чтобы они становились лидерами, чтобы подготовка лидеров именно сестринского акушерского дела проводилась качественно и в соответствии с международным стандартом. Все это мы ожидаем в будущем и наши мечты, и к чему мы стремимся.